снова всем привет, дорогие друзья! Для начала хочу поблагодарить всех за просмотры, за комментарии, за лайки и за подписки. Вот и завершается мое автопутешествие по маршруту Якутск-Мома-Якутск. Хочу выразить благодарность нашему водителю Василию Валентиновичу и нашим веселым попутчицам Зинаиде и Марии. Итак, 15 марта 2020 года в 11 часов утра мы двинулись в обратный путь. В этот день погода выдалась теплая, солнечная, хотя до этого ночью температура достигала минус 40 градусов. По традиции мы сделали первую остановку в местности Чегенерда, где покоится моя прабабушка. По якутским поверьям, каждая местность, стихия, явление, природные редкость наделяли своим духом хозяина, экологическим своим защитником. Мысленно попросила благословения и оставила свои скромные преподношения своим предкам. Все духи сами по себе не добры и не злы, но они могут быть дружественными или неблагожелательны по отношению к человеку в зависимости от его поведения. Поэтому принято проявить должное почтение к ним. Перед выездом на Индигирку еще одна остановка для того, чтобы провести обряд преподношения на удачную дорогу и попросить духов на дороге благословить наш путь. И вот мы уже едем по нашей великой реке Индигирке. Первая половина пути была более-менее нормальной, без особых приключений. Правда, на берегу сделали маленький ремонт, там надо было поменять бензонасос. Как оказалось, у нашего опытного водителя была нужная запчасть с собой, и быстро устранив неполадки, мы продолжили путь. При удачном стечении обстоятельств мы планируем ехать до Якутска за 2 суток. И все это время мы живем в машине, там же и спим, и едим, и едем на нем. Конечно же, не забываем про традиции и делаем обряд преподношения нашей госпоже Индигирке. Тем самым мысленно просим у нее благословения на дальнейший путь. На участках во время ледостава быстрым течением лед постоянно зашуговывает. На перекатах образуются заторы от оторванных ледяных припоев. Чем ближе подъезжаем к трубе, тем опаснее становится дорога. Водители выходят и проверяют далеко впереди состояние наледи и пустот. Только убедившись в достаточной прочности льда, можно продолжить путь. Как я уже раньше говорила в предыдущей серии, 11 марта на 5 различных участках автозимника Индигир между поселком Уснера и селом Хану произошел выход воды на проезжую часть. Общая протяженность наледи составила почти 28 километров. Из-за вышедшей наледи дороги Арктики сделали объездной путь вдоль ущелья.
Это самое суровое и мрачное место на реке, которое называют Индигирской трубой. На этом участке длиной около 30 километров высокие горы, будто загоняют реку в тесное ущелье, где она всей своей мощью пытается пробиться сквозь эту каменную преграду. И снова остановка, чтобы проверить участок с наледью. Вот пошли вперед проверять проходимость дороги. Вот туда идти. Высокие горы заслоняют солнечный свет, как будто бы уже начинаются сумерки. Такие горы. Проверяют. Вот далеко вперед ушли. Проверяют пока. Убедившись в прочности льда ближайшие 2-3 километра, снова продолжаем путь до следующего участка с наледью. Из всех рек Момского района Индигирка является самой крупнейшей. Многочисленные ее притоки образуют гигантские наледи Тарыны, которые в центральных районах Якуты называют булусами. Длина реки составляет более 1700 километров на территории Момского района. В нее впадают несколько рек, по которым можно ездить на маломерных судах. Самая крупная из них – река Мома. Индигирка – одна из наиболее крупных рек северо-востока России, имеющих самостоятельный исток в море. Ее длина вместе с истоками достигает почти 2000 километров, хотя, собственно, Индигиркой эта река называется только после слияния двух рек Туара-Юрях и Тарым-Юрях. Истоки Индигирки берут свое начало в хребте Сунтар-Хаята и Аймеконском Нагорье. Затем река рассекает хребты огромной горной системы, называемой хребтом Черского, наиболее возвышенной на северо-востоке страны. Именно здесь самые суровые и труднопроходимые места на реке, но здесь же и самые красивые. По дороге нет-нет, да и встречается пострадавшая в наледи техника. Тут мы видим прицеп со сломанными мостами. В местности Керлах тоже стоял прицеп с каменным углем, у которой сломалось колесо. Как я уже говорила, Индигирка в транспортном плане самая сложная. Это неудивительно, учитывая ландшафт этой реки. Индигирка ведь пересекает довольно высокие горы хребта Черского. Поэтому и дорога такая, то каменистая местность, едем по валунам, то глубокие снежные сугробы. Хотя после 11 числа на протяжении 5 дней температура воздуха ночью держалась больше минус 40 градусов, все равно местами виднелись открытые наледи с незамерзшей водой. И снова остановка, и снова проверяют впереди состояние льда, и потом едем дальше.
Из-за камней, валунов и глубоких снежных сугробов дорога очень ухабистая. К тому же скользкий лед как бы не занесло в глубокую наледь, и приходится водителю маневрировать. Так как на обратную дорогу пассажиров было много, снимать было несколько неудобно с заднего сидения, поэтому заранее приношу извинения за качество видео. И снова участок с наледью. По краям еще вода не замерзла. На этом месте несколько дней назад застряли около 20 машин, когда полностью наледь залила вот это вот устье. Дорожники только-только сделали объездную дорогу, поэтому она все еще не объезженная. Местами все еще остаются наледи с незамерзшей водой, но посмотрев, можно ли ее объехать, стараются объехать сбоку. Какие горы! Все еще впереди проверяют наледь. Вот такая вот наледь. Господин. После осмотра наледи решено было идти пешком, чтобы маленько облегчить общий вес машины. И к тому же это очень большой риск проехать по наледи с еще не окрепшим льдом. Так как по краям реки вода все еще не мерзлая, мы идем по камням вдоль горы. Идем пешком, чтобы видеть, когда проезжает наледь, чтобы сильно вес уменьшить. Местами наш короткий пеший поход проходит через снежные насыпи с пустотами и с камнями. Здесь внизу вода. Лед трескается, слышно, как трескается лед.
Вот, наконец-то выезжаем с самого трудного участка под названием Анка. Впереди еще один короткий овраг с залитой водой. Водитель проверяет на прочность льда. Ну и, конечно же, глубину оврага. Решает потом проехать по ней. Благополучно переправившись, мы продолжаем путь до первого населенного пункта поселка Тебелях. Остается уже совсем немного. И вот, наконец-то, поднимаемся на берег первого населенного пункта поселка Тебелях. Тебеляхский наслег находится на северо-востоке Республики Саха-Якутия. Площадь наслега 517,1 гектар. Дата образования 1932 год. Центр Тебеляхского наслега село Чумпыкатал. Оно расположено в 250 километров от районного центра села Хану. Слово «Тебелях» – якутский географический термин, означает рукав реки, который дает изгиб, а потом соединяется с главной рекой. Действительно, поселок находится на самом берегу русла Индигирки, а название Чумпыкатыл в буквальном переводе звучит как «тихий берег». Остановились, чтобы заправиться, и проехали Тебелях в 6 часов вечера. По дороге встретили КАМАЗ, идущий со стороны Уснеры. Остановились, чтобы узнать состояние дороги. Баржа, Виктор. Электричка, да? Стоим на пятачке возле Уснеры. Тут много, куча машин. Ашка. Уснера, Аймяконский район, недаром называют полюсом холода. Здесь до сих пор по ночам минус 45 градусов. Вот, окна даже заиндевели и появились красивые рисунки от мороза. Это окна внутри машины.
1:30 ночи. Чайной 24 часа L2. Тут машины стоят. На ночлежку остановились. Дальнобойщики. А там наша машина. Попили горячего чая и набрали в термоса горячей воды. Тут машины стоят. На ночлежку. Кафе, да? Вот так. Наша машина. 5 часов утра. Отдохнули при Бердянске, переваем. Машина стоит. 3 часа отдохнули. Ехали в 2:30. По местному времени. Тут морозы такие, что машины должны всю ночь колошматить топливо. Вы только представьте, сколько топлива уходит во время поездки. С 5 утра, маленько отдохнув, продолжаем путь со спуска с Брингадинского перевала. В 6 часов утра приехали на заправку Кубеме, Куба. Хотели зайти в кафе, чай попить с девчонками. Но оказалось, что кафе Куба работает с 7 часов утра. И было закрыто. А время только 6 утра. Густой туман стоял, минус 43 градуса на градуснике показывал. А дальше получилось так, что мы, пока вот бегали на кафе, водитель, пока заправлялся, не заметил, как мы вышли все трое. И сразу заправившись, сел в машину и уехал. Отстали от машины. Машина уехала без нас. Идем по трассе. Температура свыше 40 градусов, под 50, кажется. Туман. Но из-за мороза мы решили вернуться и попросили заправщика открыть нам кафе пораньше. Сами дождались нашу машину. Ждут тебя. Мчимся вдаль, гремят канистры, а печаль проходит быстро, если знаешь. Наше отсутствие тем временем заметили, проехав лишь около 50 километров. Дороги. Так что, когда выходите с машины, обязательно предупреждайте водителя. Дороги. От них никуда не уйти. И если на сердце тревога, скажу я тебе, не грусти. Поверь, Вот как раз тот случай, о котором рассказывали при поездке из Якутска в Мому. При спуске встречная машина идет, и поэтому спускающаяся машина пережидает в кармашке и, пропустив машину, только потом продолжает путь. Проезжаем прижимы, самые знаменитые, черный и желтый. Между ними почти 4 километра. Прижим – это терраса, вырубленная на склоне горы, один из наиболее опасных горных участков федеральной трассы Колыма. Длина черного 840 метров. Когда-то они были смертельно опасными, много машин упали вниз, не разойдясь на дороге.
Прижимы идут вдоль реки Восточная Хандыга. Более подробно я рассказала вам в предыдущих сериях, когда мы проезжали по маршруту с Якутска до Момы. Порога сойдутся наши пути. Дороги, 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 дороги. В 11:30 по местному времени мы приехали на Теплый Ключ. Как? Çiçekleri olarak bu kalaylı gözüküyor. По якутским поверьям, птицы являются вестниками духов природы, поэтому это очень хорошая примета. А вот и незамерзающий ручеек Теплого Ключа. Тут вода не замерзает даже зимой. Здесь воду набираем, вода тепленькая. Термос набирали воду. На дорогу пригодится. Набрав воды в термос Теплого Ключа, мы продолжаем свой путь. Ну вот и заканчиваются местности с горными пейзажами, и уже недолго осталось до центра Тампонского района, поселка Хандыги. В 12:30 мы уже доехали до поселка Хандыга, районного центра Тампонского улуса. По пути заехали в небольшой поселок, расположенный недалеко от трассы, поселок Кескиль Тампонского района. Встретились с нашей землячкой, работающей здесь по программе «Земский доктор», и плотно пообедав, двинулись дальше в путь. Далее по трассе мы проезжаем Таттинский район, Чуракчинский район, Мегино-Кангаласский район с не менее красивыми пейзажами, особенно в летнее время. Ну вот и подходит к концу мое автопутешествие по маршруту Якутск, Мома, Якутск. Всем спасибо за внимание.
Спасибо вам за просмотры, за комментарии, за лайки. А также я бы хотела вас попросить, оставьте свои комментарии по поводу того, что какие именно сюжеты вам больше всего понравились и что бы вы хотели в будущем посмотреть на моем канале. Завершается это автопутешествие, но впереди еще другие автопутешествия будут на моем канале. Если интересно, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые сюжеты. Всего вам доброго, спасибо и до новых встреч.